Вот это наши самые главные проблемы места, значит, которые... Годы идут, а проблема остается, говорят местные. Эту тропинку они назвали народной, потому что сами ее проложили, иначе к могилам не пройти. Сейчас путь к кладбищу в поселке Кызыл-Чишме больше напоминает полосу препятствий, преодолеть которую с трудом могут даже крепкие мужчины, не говоря уже о пенсионерах. Летом-то еще как-то проходим. Как-то еще можно, всегда ж на руках, конечно. На зимой вообще не пройти. Мама, папа и 3 брата тут похоронены. По кладбищу приезжаем. По словам местных жителей, каждой весной ситуация усугубляется из-за талых вод. Уровень воды поднимается на несколько метров и размывает вот эту самодельную дамбу, после чего каждый раз ее приходится восстанавливать заново. Найти дорогу там, где ее нет, задача непростая. Часть путей местные заложили сами. На свои же средства облагородили кладбище и построили памятник воевавшим односельчанам. На большее денег не хватило. Чтобы эта дорога и пруд сделать, нужен где-то 300 тысяч денег. И пару дней. Деревня у нас, почему она такая дружная? Она же маленькая была. Если свадьба кого-то, значит вся деревня гуляет. Если день рождения, то вся деревня гуляет. Если похороны, то все собираются. Зимой в деревушке практически никто не живет. Сын Искандара Мингалиева, единственный прописанный здесь житель. Говорит, когда-то в поселке жили больше 200 человек, работали предприятия и школа. Сегодня из 40 домов осталось только 6. Ну, мне обидно, когда приходят наши земляки, привозят покойников и никак не доберутся до кладбища. Писали письма. Ответ получили только по госпрограмме. Вот на 2020 год это, как там сказали, не будет. Может, надеемся, на 2021 год. В исполкоме о дорожных проблемах знают, но финансирования, говорят, всем не хватает. Дело в том, что кладбища все они находятся за селом. Это, как правило, ближе к лесу, это за полем. И сегодня проложить дорогу в чистом поле, конечно, это все накладно. Это финансово затратно, скажем так. Для этого нужны, конечно, особые деньги. У нас сегодня в приоритете строить дороги внутри села. Решение проблемы – программа самообложения, говорят в исполкоме. А пока жителям снова придется ждать. Дорога слишком дорога. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Алексеевский район. Yoz yaxshi xabarlar olib kela. Yangi asr kanalida dunyo ko'rgan Jili izleyjonlar filmin qabat qarorga tilaysizmi? Ko'p sonli tomoshachilar so'rovi bo'yicha filmning barliq seriyalarini hozir tnv.ru saytida ko'rarga bo'ladi. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.